Приветствую, дорогие телезрители! В эфире программа News on Air. С вами я, Мария Карташевская. Ну что, давайте начнем. Ну а начнем мы сегодня с главной новости. В Якутске тоже произошло северное сияние. В последние дни во многих районах наблюдалось это красивейшее небесное явление. Следующие магнитные бури ожидаются 22 и 28 февраля. В эти дни тоже высок шанс увидеть небесную иллюминацию. Кстати, это северное сияние стало практически предвестником долгожданной новости для горожан. На 202-м микрорайоне наконец открылся любимый детьми и не только ледовый парк «Северное сияние». Аттракционы, каток, зорбы, тюбинги, снегоходы, квадроциклы – все лучшие развлечения в одном месте. В общем, не буду все рассказывать, смотрите сами. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня, 17 февраля, наш парк «Северное сияние» открыл свои двери. Работу мы начинаем с ноября месяца. 3 месяца строили этот парк. В этом году чуть задержались из-за крепких холодов. Наш парк по территории составляет около 9 гектаров. Вся площадь заставлена ледовыми фигурами, ледовыми горками на любой вкус и цвет. Есть горки детские для самых маленьких наших, для среднего возраста и для взрослых. Наша основная горка в этом году стала длиннее на целых 60 метров. Сам парк в этом году мы места горки в предыдущем году переставили в крайнюю часть. Сейчас она составляет порядка 160 метров. Помимо этого у нас в этом году еще есть цилиндрическая горка тоннельная, тоже очень интересная. В нашем парке также вы можете покататься на снегоходе «Банане», на мотособаках, на квадроциклах. Также у нас есть специальная горка для тюбинга. Вот. А в этом году у нас еще каток с очень красивой подсветкой и с большой территорией. Девятиклассник уже почти 6 лет печет торты на заказ. Дамир Платонов из небольшого якутского села Джикинде начал печь торты еще в начальных классах, а свой первый заказ юный кондитер получил уже в 10 лет. И после этого у него начали появляться самые настоящие клиенты. Ну а через год во время ИГХ мальчик выиграл 500 тысяч рублей и закупил на них необходимое оборудование. И теперь кондитер печет не только разнообразнейшие торты, но и безе, леденцы и другие сладости. А в Верхневилюйске в школе номер 2 мастерскую переделали под зимнюю оранжерею. Там уже вырастили декоративные цветы, тюльпаны, а еще выращивают салаты, укроп, огурцы и помидоры. Зелень посеяли уже в 3-й раз. Ее используют в школьной столовой. В оранжерее школьники изучают почву, делают химические анализы. Школьницы занимаются цветоводством уже 3-й год. И за это время научились самостоятельно ставить эксперименты. Внутри оранжереи температура составляет 34 градуса, а воздух увлажняется искусственно. В дальнейших планах у школы вырастить клубнику и различные экзотические цветы. Сначала мы посадили укроп, для эксперимента, и результат был очень хороший, поэтому мы решили дальше их сажать. Это уже как 3-й раз, как мы их посадили. У нас есть салат альфей, он, оказывается, тоже хорошо растет, и это тоже плюс, большой плюс. Мы уже агрошкола, мы должны обязательно что-то пробовать, что-то новое. И мы это сделали. Укроп, кстати, очень быстро растет. После посадки они через 3-4 дня уже появляется маленький росток. И уже активно растут. Мы это посадили 26 января. Через 3 недели результат такой. Каждый день мы их поливаем и сбрызгиваем водой, чтобы не пересыхали. Якутские брейкеры заняли призовые места на чемпионате в первенстве Дальнего Востока в Хабаровске. Золотой медалью среди взрослых отметился Захар Черкашин, а среди детей 3-е место занял Эрел Мохов. За всю историю якутского брейк-данса спортсмены с достоинством показали себя на соревнованиях разного уровня. А теперь началась работа по подготовке спортсменов для участия на международных играх «Дети Азии» в Якутске. Кстати, с 2020 года брейкинг официально признан олимпийской танцевальной категорией. А у наших спортсменов есть большой потенциал, что показало успешное участие на дальневосточном уровне.
Среди детей Мохов Ариэль занял 3-е место от 7 до 9 лет. Яковлев Долан до четвертьфинала дошел, так что будем работать дальше. Отмечу то, что все участники, все ребята из делегации и взрослые, эти прошли отбор. На командном наши заняли 4-е место и тоже получили путевку. И поэтому мы будем работать и готовиться к всероссийскому чемпионату в апреле в Москве. Ходьба на руках, без падений, волн. И напоследок о красоте. Самая красивая и творческая девушка Ленского района получит 100 тысяч рублей. Такой приз достанется победительнице конкурса «Ленская краса-2023». В Ленске прошел отборочный этап, по результатам которого члены жюри отобрали 10 участниц. Ну а поподробнее об этом расскажет Юлия Сундукова. Добрый вечер. Знакомая сцена и члены жюри. 2 года назад Виктория Мавлеткулова проходила отборочный тур конкурса красоты. Но до финала не дошла, шоу отменили из-за пандемии. И вот вторая попытка стать первой красавицей района. Ну, для начала я пришла закрыть гештальт. В 2021 году мне было 20 лет. И сейчас я выросла, повзрослела, поумнела и стала намного увереннее. Уверенность не помешает. 10 девушек поборются за единственный главный титул конкурса. 2-го и 3-го мест нет. На корону впервые претендуют и замужние. Возраст участниц от 18 до 35. А главное отличие предстоящего конкурса в новом статусе победительниц. Не мисс Ленский район, а Ленская краса. Достаточно долго конкурс существовал в одном амплуа, да, он прошел небольшой ребрендинг, то есть надо было что-то менять. И думаю, нынешнее время это самое подходящее для этого. Это пропаганда русских красавиц. С вручением заветных футболок и проведением жеребьевки началась долгая работа над собой и подготовка к шоу. За месяц девушкам нужно подготовить творческий номер, освоить модельную походку и научиться не зажиматься на сцене. В этом им помогут беседы с психологом, мастер-классы по актерскому мастерству, культуре речи, а также фотографы. Девушки уже успели примерить корону и роскошные образы, правда пока только для портфолио. Корона, которую я держу в руках, не та, что достанется победительнице. Дизайн оригинальный, держит в секрете. Однако не только ее получит Ленская краса, но и 100 тысяч рублей. Финал пройдет на этой сцене во Дворце культуры 11 марта. Организаторы обещают огненное шоу с творческими номерами, дефиле в купальниках и вечерних платьях. Билеты для зрителей начнут продавать за неделю до финала. Их количество ограничено, поэтому не пропустите. Юлия Сундукова, Олег Соснин, медиакомпания «Алмазный край». И на этом у нас пока все. Спасибо, что были с нами. Свои интересные новости присылайте на наш телеграм-канал, ссылку на который видите на своих экранах. С вами была Мария Кардашевская. Увидимся в эфире.